Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Праздник со слезами на глазах. 30 сентября Абхазия отметит 32-ю годовщину Победы. Абхазской юридической неделе медалью Конституционного суда наградили государственных и общественных деятелей республики. Абхазо-российский меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма договорились Абхазия и Нижегородская область Российской Федерации. В День Победы и независимости 30 сентября в Сухуми по всей республике пройдут памятные и праздничные мероприятия. В 10:00 начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов в Парке Славы. В 11:30 военный парад в честь празднования 32-й годовщины Победы в Отечественной войне. Затем прохождение колонн Бессмертного полка. В 12:30 возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера. В 14:00 возложение цветов к мемориалу второго президента республики Сергея Багапш в селе Чгярда. В 18:30 состоится праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади перед Абхазским драмтеатром имени Чанба. В 20:00 праздничный фейерверк на набережной Махаджиров. В этот день, 29 сентября 1993 года, началась операция Абхазской армии по объединению Гумистинского и Восточного фронтов. Встреча произошла в середине дня на реке Кадор. Давай. Видеоархив объединения двух фронтов смотрите в нашем вечернем эфире.
Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, провели в Министерстве обороны. Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа поздравил ветеранов, личный состав вооруженных сил с праздником Победы. За отличные показатели в служебной деятельности ряду военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Решением министра обороны военнослужащие и военные пенсионеры, ветераны Отечественной войны народа Абхазии были поощрены денежной премией, сообщает Апсны пресс. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба состоялся показ документального фильма, посвященного визиту первого президента Абхазии в Турецкую республику 24 июля 1992 года. Фильм подготовили творческая группа Абаза ТВ, журналист Фаина Мато, режиссер Виола Квикискири, оператор Астамур Акаба. В основе документального фильма уникальные архивные кадры тех лет и воспоминания непосредственных участников исторических событий. Главные темы через весь фильм проходит история танца Владислава Арзенба, исполненного им в селе Балабаны, во многом раскрывающего личность будущего первого президента Абхазии, искреннего, красивого и сильного лидера. Асалам шко, ацаки до шакала и лускалося с хуцуханаци. Арешко Владислав Григорьевич Арзенба Юль Жахар Зоха, пшини жуешек сырзы, Борис Ельцин ихдала и напала и южна, и штой, ахора пайцой, и пыларц, и чаверц, дала закрыться заску от старого зоха. Ушта яхвала аршак юлем за зимя писузахтыску. Мишибжи каштых бирал герб флаги дикого, кояштых турктула цо, абри Ельцин ей гостя. Турктула а парламенты хабри дерпорц анитахаз дар джаба хапсоч кунчаги ерге джаба банисыз Рюган каже, птихасима за каку, уйшта алка ахтарты пшазин хаму, уростила ганашалаге, турктила ганашалаге, кырпила якунчна, айбишра амларца зыхан, аусура. Апсна ашартара безпуцна, уй зыр мчис иқу схайсыр хойха, зыштыз ами куракан. Аханыс харала хинцас уси хаман аридес пулос, уяштых Шаурнадзе ди пелана хмша амти тот обснигарца зыхан атрукчеге атамлазша рола хрюй на ханас хадяспар ехалца закончили ебзурана ханта как харцит на гуманитар цхара гикелаг амас епши охтыска сарахатал из чернеге абри итерхаз документал фильм санахопш. И тому бхашаз ходи пиздец. Брак таеши хазепс расхата. Абхад салоша и хази лускавы. Сгуззер хазакол. Сахина пшобзи издроз. Яхья борченпи яра узкий лкаоп турпларгана хала. Ргирак рабстазара. Нджахай. تبع بصحة قلوب أنا حقوق باجلر ينر حقوق واي ينر حقوق عشان خلصي يا خان يا حبتشا أسويت حنتكر خان أبريوز فيلم أبري يحبرتي بشي حزقة صوزمة ما جوخم هرق زرقون كارتي مسكوي زجرلا هرام تبزيح زاي تا شدسنايوا زخاكرشنا время чисхолзхва обртрок пхапипшизмо харге пипш хаман Владислав сара сахапшвача хажлар аншиган хала хлопшрадука гана абрияуи дрыстер из тагалу арцхар ялигепха
даҳзааишьҭыз шәабас еиԥш избоит. Иара иԥсы ҭынчзаат, ҳажәлар мыӡуан, шәыҟаиҵаат. Абри иаҳзырбаз, абри иаҳзаазгаз, иара раԥхьа днаргыланы ҳхьырԥара рҿаԥхьа, зхақәызҵаз рҿаԥхьа, анаҵәа шәҿаԥхьа, ҳаҭырла схырхәо, ишьоуҳаз еиԥш. Ари нахыс ак аӡбахә аҳәозар, есымша абри ҳаиааир аӡбахә аҳәалаат. Иҭабуп, Фаина, иҭабуп. Кәакәасқьырԥҳа, ахра бзиа, иԥа, аиеи, ахра ҳаҩыза бзиа иакәымзи, уигьы абри ала даҳгәалашәоит, шәҿаԥхьа саргьы даҽазнык схырхәот, иҭабуп, ҳшәасуеит, ари акыкәым, ҩбакәым, ҳара ҳдиаспора ирызкны, ҳажәлар ирызкны, ҳԥыза изкны иаашәҵо аусқәа, ҳара иахәҭоу ахәшьа раҳҭо анцәа иҟаиҵаат, убри аҩыза алшара анцәа иҳаиҭаат, иҭабуп идуӡӡан даҽазнык. Показ прошел в рамках года Владислава Арденба. На премьеру пришли супруга первого президента Светлана Джергения, первый вице-премьер правительства Джансух Нанба, представители Государственного комитета по репатриации и общественность. Документальный фильм «Стазарас и Коп Садгелуп» и обсуждение после показа смотрите в нашем эфире сразу после выпуска новостей. Документальный фильм из серии «30 лет спустя» показали в Абхазской госфилармонии. Авторы ленты – журналист Манану Кокоскир и военный оператор Валера Майрамян. Всего в серию входит 3 фильма. Они рассказывают о судьбах ветеранов батальона имени маршала Баграмяна и других защитников Абхазии армянской национальности. Показ фильма, снятого при поддержке армянской общины Абхазии, посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Это фильм, эти 3 части о 22 военных судьбах. Красной нитью проходит боевое братство. Здесь находится простой парень из села Лохадзы. Первый пошел в Абхазскую гвардию. Во время войны комиссар армянского батальона. Он входит в это число 22. Но мы его не могли поймать. Он воевал на Украине. Первая встреча. Нам позвонили, сказали, получил ранение. Встретились. Я говорю: Артур, маме 93 года. Неужели не навоевался? Останься. Не могу, меня ждут ребята. И он уехал. Через 2 месяца второе известие. Тяжелое ранение в голову. Военный госпиталь в Москве. Операция. Остался жив. И при последней встрече наша он мне говорит: Валера, ты не понимаешь, там такое боевое братство. Ты не представляешь, у меня все бойцы сибиряки. Я им говорю: уходите. Я не могу уйти. Командир, мы своих не оставляем. Это военное братство началось с нашей войны. Каждый, независимо от возраста, пола, национальности, кто остался и разделил судьбу своей Родины, своего народа, имеет, на мой взгляд, полное право быть запечатленным в истории Абхазии. Кто не побоялся, кто превозмог себя, свои страхи, кто участвовал, кто был ранен, попал в плен или погиб, все они люди с большой буквы. И все они настоящие герои. Наша задача была их запечатлеть, а как у нас это получилось, вам решать. Я был командиром роты штурмовой, участвовал 16 марта. Это знаменитая дата, вся Абхазия знает и весь мир знает. У меня была рота в составе 57 человек. Из них более 22 раненых, 8 погибших. Кто-то раненых обратно повез, кто-то. В итоге в Зеленом доме остались 22 человека. Война есть война. Я и в Афганистане служил. В принципе, вот эти 3 суток, такой кошмар мы пережили на самом деле. Я в Афганистане не видел за 2 года такого.
Ни один армянин не имеет права не стать на защиту своей родины. Мы все обязаны стать. Это наш дом, наша родина. Мы не должны разделять нас от абхазского народа. Мы все вместе народ Абхазии должны любить, ценить его и защищать, и по надобности, и жизнь отдавать. Вот таким духом надо и молодежь наш сегодняшний воспитать, чтобы они вот так любили Абхазию, как солдаты батальона Баграмяна именно. Вторая абхазская юридическая неделя завершила свою работу в Сухуме торжественным вручением ведомственных медалей и открытием выставки, посвященной эпохе первого президента Абхазии, основоположника современного абхазского государства Владислава Арзенба. В рамках торжественной церемонии специальной медалью Конституционного суда был также награжден генеральный директор телеканала Абаза ТВ, пресс-секретарь первого президента Абхазии Руслан Хашик. На масштабном мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Рады Чачава. В экспозиции, открытие которой стало частью завершающего дня второй абхазской юридической недели, были представлены самые разнообразные снимки, отражающие одну из важнейших вех в истории нашей республики. От послевоенных лет, посвященных созданию основополагающих институтов государственности Абхазии, до признания независимости в 2008 году. По словам председателя Конституционного суда Дианы Пилия, часть снимков, представленных на выставке, абсолютно уникальна. Сегодня у нас очень серьезное мероприятие. Это церемония вручения медали Конституционного суда «30 лет Конституции» и за укрепление конституционных ценностей Республики Абхазия. А также мы подготовили фотовыставку с видными государственными деятелями. И, конечно же, очень много фотографий, которые посвящены Владиславу Григорьевичу Арзенба и Конституции Республики Абхазия. Можно даже сказать, что есть уникальные фотографии, которые представлены из нашего музея, из Национальной библиотеки, а также из личных частных архивов, в том числе и светлая память Станиславу Засимовичу Лакоба. Завершающий день второй абхазской юридической недели запомнился всем присутствующим не только представлением архивных снимков, на которых воочию возможно лицезреть основоположников современного абхазского государства, но и торжественной церемонии награждения, на которой государственных и общественных деятелей наградили ведомственными медалями Конституционного суда. Конституционный суд учредил ведомственные медали «30 лет Конституции Республики Абхазия» и медаль за вклад в укрепление конституционных ценностей. И сегодня имею честь от имени и от лица Конституционного суда вручить эти медали. Невозможно говорить о Конституции, о государственности, не вспоминая имя первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. В этом году мы торжественно отмечаем 80-летие со дня рождения первого президента, выдающегося государственного деятеля, ученого, лидера, под чьим руководством была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии и утверждена Конституция, заложены основы современной государственности Республики Абхазия. А сегодня мы чествуем всех, кто стоял рядом, кто поддерживал, кто оформлял, придавал правовую форму его мыслям и идеям, кто своим трудом и служением Абхазии внес и далее значительный вклад в развитие правового государства и укрепление конституционного правопорядка. От видных политиков до знаковых деятелей культуры и СМИ. Депутаты первого созыва парламента Абхазии получили особые награды. Среди них авторы Конституции, политики и общественные деятели, работавшие плечом к плечу с первым президентом, а также те, кто и сегодня развивают и укрепляют экономические, политические, социальные и культурные основы страны. Медалью Конституционного суда был награжден также генеральный директор Абаза ТВ, член Общественной палаты, пресс-секретарь и соратник Владислава Арзенба Руслан Хашик. Абснафинткара Конституция, проект Айкурхараза, Абснафинткара и Хадзо Совета парламента спикер, Ахсад Шаотин, Ахпати Аязыра Кавалер.
Скифи пшини жёгшукса и наркнапснахенткара духати оскор министр Сигас. Абснажила резера парламента депутат. Руцара дурокор доктор, а профессор. Абснатылах вчера министр Акпи Хатукуис Игас. Акцепша орден, Айбати Авидзара кавалер. Специальной медалью был посмертно награжден и покинувший нас в недавнем времени Станислав Лакоба. Выступая перед собравшимися, Диана Пиля отметила, что Станислав Засимович оказал огромную помощь в подготовке мероприятия и сборе архивных фотографий для экспозиции, которая выставлялась на каждом мероприятии в рамках второй Абхазской юридической недели. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ. Выставка «Победа» на монетах Абхазии открылась в Музее Национального банка Абхазии. На ней представлены монеты, выпущенные за весь период эмиссии с 2008 года, и одна банкнота, посвященная Дню Победы и независимости. Всего за прошедшие 17 лет выпущено около 130 монет, 20 из них посвящены Победе. Никакого абхазского государства независимого не было бы, ни банка, ни тем более монеты, если бы не было бы этого праздника, Дня Победы. Поэтому, естественно, что Банк Абхазии уделяет большое внимание этому событию. И, кстати, первые монеты, которые были выпущены Банком Абхазии в 2008 году, первые 4 монеты, как раз-таки они были посвящены победе. Это Владислав Ардзенба в золоте и в серебре, я и Айра. Серебро и серебром золочением. На сегодняшний день банком выпущено около 130 монет, видов монет. Из них около 20 монет посвящены победе. Поэтому наша акция называется «Победа на деньгах Абхазии, на монетах Абхазии». И представлена экспозиция, как вот в хронологическом порядке, как реализовывалась миссионная деятельность, начиная вот с первой монеты до последней, которая была вот посвящена 30-летию Победы. В этом году выйдет к концу года монета Муйшни-Хвардская. Ну и Банк Абхазии будет в дальнейшем продолжать эту работу. Отдельно хочу сказать об авторах. На основную часть этих работ выполнил наш художник известный Батал Джопо. Но есть работы ныне покойного Тимура Кайтан. Вот. В частности, вот монета, посвященная 25-летию Победы. А также он является соавтором вместе с Баталом Джопо первой памятной абхазской банкноты, которая также посвящена Дню Победы и нашему главнокомандующему, первому президенту Владиславу Ардзенба. Вот. То есть уже набрался такой комплекс монет, которые вот эту вот важную для нас политическую информацию они несут в мир. Потому что монеты очень широко расходятся среди коллекционеров, и государство на полях монеты размещает важную для себя, в том числе политическую и идеологическую информацию. Накануне 32-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии в поселке Финский Ткварчал открыли мемориал в память о местных жителях, погибших в войне 92-93 годов. Инициаторами его создания стали сами жители. Воплотить идею помог бывший руководитель Абхазавтодора Максим Харчелава. На мемориале увековечены имена 13 земляков, не вернувшихся с войны. В день открытия прошел траурный митинг, звучали военные песни и стихи, люди вспоминали подвиг сыновей, отцов и братьев. В церемонии открытия мемориала приняли участие школьники, ветераны, представители администрации, местные жители, а также семьи погибших. Накануне Дня Победы и независимости президент Бадра Гудба и вице-президент Беслан Бигвава посетили генерала армии Мираба Кишмария, командовавшего Восточным фронтом во время Отечественной войны народа Абхазии у него дома в городе Ачамчира. زخت ذات ورخت زان زجزوب شخشا حقم زاد شفر حقم زاد أبسنا أجباي زوج بزبان شغل الريبورت في غيتا Лично выглядишь? Да. Али
Бислан Владимирович, если хотите залахамтек, я дуанш, ая за ветеран шахиб, что не вот хынца халшо, шахат зухаджу, вот айклорок ирюзу шарашчах мар алшу, шудат на хор, популдачесныги, губзира всеха, что хосы, что знысы зами, зиги, ой торы хлопсные зан, потолукают за Того бедоди, того зорави, пауи сахавой, изгод саховшой, ша джабай юба шизжос, песен пигвава, шара Владимир Ильфа. Ажла реал архаза беже, я шатфана, а ус соди бзин хаскуяна год, абри ехетням шгебра, шулса набра, шахая звise, сахтан нахедераха, и виручка авади. Джаба кузгахбот, шесту гахбот, абхая, шесту гахбот, того бедузу. Хашса мабитеранша, шешурпулоги, шатшуги, атшвипсия, шашан зама, аважу рирха сахавет, яшаткана баса джаба хамбадзет, шешепшо, ирцхат, симпула эсхат, ишукчат, Абсазар, бзен трайца, абсампловый, ущела, гашет, абсазар, бзен из бодзиги, ах, их халиги, та овца, поскуяну год, Владимир Ильфа, городок, и свободцов. Праздник Мыквашта, конно-спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, состоялись 29 сентября. Президент Абхазии поздравил собравшихся с Днем Победы. Атырску абжива, агрепсо, абсудлар хатарныкша, эха Муквашта, абснырдлар рысхохырзбоз, аштак наезызыге, взяла шабит хашаху, и что-то снахала в стаху, и фифе шуксаяйра дуа худра, и фифе шуксарабша, хайбышша, ветеранша, рхорапсе мегза, хальпла рышхоим и рымо губалара, хуткарашхой и рымо гухра дука, азгватана, рхоя мегза, псе мегза, аяйра дуахзарги, яха, штабха хорхо, Егам Тацырги, ветеран Шииныш Гдзыз, Наунагдза Торыхла, Хальдлари Хашта Негадзам. Ихолай Кубас, Шарашчаба Ишбаз, Бзабана, Хальдлар, Бипара Дукурла и Полончевица. Чанзилан Шашли Иштад, Янукзалай Хальдлар, Аяра Дукургончевица, Чанзилан. Официальная хроника. Президент Бадыр Гунба принял делегацию Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным. Он подчеркнул, что добрососедские отношения между Абхазией и Россией крепнут. Также развиваются связи республики с российскими регионами. Глава государства подчеркнул, что в стране помнят о вкладе добровольцев из России, которые пришли на помощь абхазскому народу в годы войны. Никитин поздравил главу государства и жителей республики с наступающим Днем Победы и независимости. Позвольте поприветствовать вас в Абхазии. Мы рады вашему визиту. Взаимоотношения между нашими странами активно развиваются. У нас добрососедские, братские отношения между нашими народами. Мы всегда чувствовали поддержку Великой России. Очень отрадно и приятно, что регионы Российской Федерации активно включаются в совместную деятельность, вопросы созидания, вопросы улучшения качества жизни граждан. Мы ценим поддержку граждан России, добровольцев, которые в свое время пришли на защиту нашей Родины. Здесь были наши братья из Северного Кавказа, представители Юга России, представители многих регионов Российской Федерации, которые ни разу не бывали в Абхазии, но пришли защитить братский абхазский народ, сохранить справедливость, и мы, конечно же, дорожим памятью тех людей, которые сложили свои головы. Сегодня мы на пути созидания, на пути взаимодействия, и сегодня не менее ответственная миссия
сохранить нашу государственность, создать благоприятные условия для развития нашего Отечества. И в этом смысле для нас бесценна поддержка каждого того, кто протянул нам эту руку помощи, поддержки. И, конечно же, среди тех, кого мы благодарим за поддержку, это непосредственно вы, Нижегородская область, которая активно участвует в рамках нашего взаимодействия в сотрудничестве. Буквально в 2024 году было подписано соглашение между Нижним Новгородом и городом Сухум о побратимстве. Мы рады этому событию. В текущем году мы немало мероприятий совместных провели. Знаю, что и абхазская делегация во главе с вице-президентом находилась в Нижнем Новгороде. И я уверен, что именно такие события, мероприятия позволят нам улучшить и взаимодействие, и нарастить товарооборот, и экономическая составляющая, и ряд других ключевых показателей, которые очень важны в рамках нашего взаимодействия. Позвольте еще раз поприветствовать вас, уважаемые коллеги. Рады вашему визиту. Спасибо. В этот день мне бы хотелось в первую очередь поздравить вас с наступающим Днем Победы, независимости страны, со знаменательной датой в истории Республики Абхазия. И хочется отметить, что это было действительно событие, ставшее ориентиром для будущих процессов не только в Абхазии, и является значимой вехой вообще в истории пространства, которое возникло после крушения Советского Союза. Это, я бы сказал, даже для мировой истории тоже это знаковое событие весьма. Что касается нашего сотрудничества, то я лично, персонально курирую этот вопрос, и все решения, которые принимались, мы прорабатывали вместе, от всей души. Да, сказать, наиболее активную роль сейчас играл Юрий Владимирович Шалабаев, наш дорогой друг, член команды, который часто, сказать, и посещал Республику Абхазия и реализовывал соглашение о побратимстве между Сухумом и Нижним Новгородом. А я, в свою очередь, первый раз, на самом деле, сегодня в Сухуме. Но это не значит, что мы не видели материалы фотофиксации, не видели, сказать, схемы, материалы и так далее. Я с большим нетерпением, честно говоря, ждал того момента, когда мне самому удастся приехать, познакомиться и увидеть город. Уже удалось посетить некоторые пространства, в том числе, где уже присутствует некий вклад нашего региона. Но и в общем впечатление абсолютно замечательное, то есть впечатление такого настоящего, доброго, морского, при этом еще и горного, природного такого ландшафта, да, и мне кажется, что и люди, там еще не так много удалось пообщаться, правда, были возможности в жизни с абхазами общаться и за пределами Абхазии, но мне кажется, что вот уже по антуражу видно, что люди замечательные, и я думаю, что в Абхазии очень большое будущее, и достаточно быстрая динамика будет происходить в ближайшее время. Я в это искренне верю. Меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством туризма и промыслов Нижегородской области Российской Федерации подписали в Сухуме. Документ подписали министр туризма Астамур Логу и министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Стороны обязуются укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма, обмениваться лучшими практиками, опытом повышения качества туристских услуг, а также оказывать содействие установлению контактов между субъектами туристской индустрии Нижегородской области и Абхазии. Обзор у нас Атырского Сергея Владимировича. Добрый день, уважаемый Сергей Владимирович. Очень рады вас видеть на абхазской земле, тем более в такой святой для нас праздник, День Победы и Независимости. Думаю, что вы за пару дней уже что-то смогли увидеть, отметить для себя.
Мы безумно рады видеть все делегации, а в особенности делегацию Нижнего Новгорода, Нижегородской области, так как нас связывает большая общая история, и даже сегодня на встрече с президентом были озвучены цифры, то, как Нижний Новгород и Нижегородская область в целом поддерживает Абхазию. Например, не менее 200 студентов за последние 15 лет выучились на Нижегородской земле, сегодня развивают нашу страну. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество во всех отраслях. А вы знаете, что наша с вами отрасль одна из самых главных. В Абхазии принято говорить, что локомотив абхазской экономики – это туризм. Поэтому мы хотим еще раз формализовать все то, что у нас есть. Это не новые отношения, они передались нам от наших старших, сегодня наше поколение. Я думаю, что данным соглашением мы формализуем все те отношения, которые есть между нашими народами, между жителями Абхазии и Нижегородской области. Искренне благодарен за прием делегации Нижегородской области на невероятно доброй, душевной земле Абхазии. Нас связывают, как вы правильно сказали, десятки, сотни лет, и мы не просто друзья, мы родные, поэтому принято в наших культурах, что родные должны помогать друг другу и идти одним курсом. Направление и отрасль туризма – это важная составляющая вашей страны и важная составляющая нашего региона. Это важный экономический компонент бюджетов и экономик наших стран. Поэтому от Нижегородской области все, что мы можем помочь, оказать содействие в разработках, в передовых разных подходах, мы, конечно, с радостью будем это передавать. И от всей души позвольте пригласить вас и делегацию вашего министерства, вами возглавляемого, на Нижегородскую землю, для того, чтобы мы могли на практической части обсудить и развитие туризма, и командообразование системы туризма на базе корпоративного университета правительства Нижегородской области. Нас действительно ждет большие годы слаженной работы на общий результат. Премьер-министр Владимир Делба принял делегацию Республики Южная Осетия во главе с председателем правительства Константином Джусоевым. Всего 10 дней назад абхазская делегация во главе с президентом Бадры Гунба принимала участие в праздновании 35-й годовщины провозглашения Южной Осетии. Сегодня делегация из Братской Республики прибыла для участия в праздновании Дня Победы и независимости Абхазии. Уважаемый Константин Хасанович, снова рад нашей встрече, теперь уже на территории Республики Абхазия. Очень символично, что вы со своими коллегами, с большой командой прибыли вместе с нами отмечать наш самый главный праздник – День Победы. Символично, что наши братские народы помнят и чтят каждый прожитый день во время войны, и хорошо исторически сложились традиции, что мы ездим друг к другу на подобные праздники и поздравляем наши народы. Буквально 10 дней тому назад наша делегация во главе с президентом республики побывала у вас на важном празднике 35-летия со дня основания Южной Осетии. Очень символичный праздник, и мы видели в глазах народа Южной Осетии, насколько они свободны, насколько они любят свою землю и точно понимают, какой ценой это все досталось. Поэтому мы рады вас приветствовать на территории страны. Вспоминается еще и одновременно в эти дни проходил первый международный экономический форум. Великолепная организация была, и содержательная часть замечательная. Полагаю, что уровень развития Южной Осетии, как и социальный, так и экономически, будет динамично расти. Ну и, разумеется, работа между нашими правительствами не останавливается. У нас уже подписаны ряд соглашений, и вот на полях первого международного экономического форума, который в Южной Осетии проходил, мы подписали, на наш взгляд, важнейший документ о соглашении в режиме торговли товарами. Тоже даст импульс взаимодействия, свободно перемещаться товаров. Дальше сотрудничество будет развиваться по отдельным направлениям в различных ведомствах. Полагаю, что
именно в такой динамике мы продолжим наше сотрудничество. Огромное спасибо вам, Владимир Валерьевич, за такую теплую встречу. Вы правильно сказали, у Ухана 20 числа мы встречались. Вы большой делегацией приехали к нам в Южную Осетию, что, конечно, отрадно. И мы сегодня тоже не такой большой делегацией, но с большой душой приехали к вам, чтобы быть рядом с вами. У нас это отношения наши сложились уже давно. Я думаю, что хочу, во-первых, поздравить с этим праздником. Вот завтра мы еще, конечно, будет завтра праздник, с наступающим праздником. Я думаю, что вот вы правильно заметили, что у нас подписано соглашение, которое мы будем, естественно, исполнять. Ну и в дальнейшем, я думаю, что все наши отношения будут развиваться только в положительном русле. Огромное спасибо за такой теплый прием. Мы сейчас прогуливались, встречаем людей, дружелюбные вот такие улыбки, встречают очень тепло. Ну, я вчера Раздар Миколаевич сказал, я говорю, ну, ехал как домой. Почему, говорю, как домой? Домой. Да, да. Я говорю, то, что очень приятно. Спасибо большое за такой теплый прием. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с генеральным директором Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергеем Фоминым. Они обсудили совместные проекты «Росэнергоатом» и абхазских ведомств. Сергей Фомин отметил реализацию спортивных и образовательных инициатив совместно с Министерством просвещения и другими организациями. Среди достижений проведение спортивных мероприятий, открытие площадок и повышение квалификации тренеров из Абхазии. В Ткуарчале планируется создание шахматной и баскетбольной лиг. Владимир Делба подчеркнул значимость этих проектов для молодежи Абхазии и поблагодарил Росэнергоатом за поддержку. Дамир Квиценя представлен на должность первого заместителя генерального прокурора. Генпрокурор Абхазии Адгуур Аграба направил в Народное собрание соответствующее представление. Дамир Квиценя работает в органах прокуратуры с 2001 года. С 12 декабря 2024 года по 13 марта 2025 года был исполняющим обязанности главы Генпрокуратуры Абхазии. Конкурс «Знание лектор» пройдет в Абхазии. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках просветительского марафона «Знания». Первый в Москве. По его словам, в Абхазии уже создано представительство общества знания, а на базе АГУ появится Дом знаний, новая площадка для образовательных встреч. Проект «Знания лектор» уже несколько лет работает в России, все желающие могут подавать заявку. А в Абхазии очень большое количество талантливых, ярких людей, которым точно есть что рассказать и на кого ориентироваться, отметил Кириенко. Заявки принимаются до 15 ноября на сайте конкурса. Участвовать могут граждане Абхазии от 18 лет. Участников ждет онлайн-обучение, тестирование и серия публичных лекций. Финалисты выступят перед экспертным советом, в который войдут представители власти, научного образовательного сообщества Абхазии. Победители получат статус официальных лекторов общества знания. 29 сентября началось выдвижение и регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Окружные комиссии сформированы во всех районах Абхазии. Выдвижение продлится до 19 октября. С 23 октября по 2 ноября можно будет заниматься агитацией. Впервые кандидаты в местные депутаты примут участие в теледебатах, где ответят на вопросы избирателей. Выборы пройдут 8 ноября. Итоги голосования подведут на следующий день. Первокурсники Высшей школы милиции МВД Республики Абхазия торжественно приняли присягу сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД. С этого момента на курсанта возлагаются обязанности представителя государственной власти в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Вице-премьер-министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут поздравил первокурсников с этим важным шагом и пожелал им стойкости, чести и верности избранному пути. Работы по благоустройству сквера в новом районе Сухума продолжатся. Специалисты проложили кабели для системы наружного освещения, а также вымостили пешеходные дорожки брусчаткой. Завершить работы планируется к концу ноября. Обустройство проводится в рамках международного экопроекта «Пространство дружбы Нижний Новгород Сухум», направленного на развитие побратимских связей и формирование комфортной городской среды.
Абхазия приняла участие в международной выставке Food to China Expo 2025 в Гуанчжоу, сообщает ТПП Республики. Абхазия представила объединенный стенд с образцами продукции ведущих национальных производителей: вина и воды Абхазии, Шато Абхаз, Аргун-Яшта, Абхаз-вино и Дурипская винодельня. Также была представлена абхазская аджика, амца, абхаз-продукты, безалкогольные продукты, минеральная вода, продукция пивоваренного завода Сухумский и другие. В состав делегации торгово-промышленной палаты вошли председатель правления Астамур Гагули, президент торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава, представители абхазского бизнес-сообщества. Выставка собрала тысячи брендов из более чем 40 стран. Абхазская делегация встретилась также с представителями Гуандунской торговой палаты. Стороны подписали протокол о намерениях, предполагающих организацию бизнес-миссий, продвижение абхазской продукции на местном рынке. Особенно важным направлением мы считаем привлечение китайских инвестиций в различные сектора экономики Абхазии, отметил президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава. Торжественная церемония открытия секции вольной борьбы и бокса прошла накануне в селе Лыхны, сообщает пресс-служба главы государства. Спортивные секции располагаются в помещениях Дома культуры, специально отремонтированных для этих целей. Из государственного бюджета на ремонтные работы и приобретение необходимого спортивного инвентаря было выделено около 15 миллионов рублей. По поручению президента был отреставрирован и фасад здания, относящегося к памятникам историко-культурного наследия Абхазии. Здание Дома культуры, в котором также располагается сельская администрация, входит в комплекс Лыхнашта. Буквально несколько месяцев тому назад было обращение одного из тренеров Нарчева Лазба, который обратился и проявил инициативу открыть в здании села Лыхна борцовский зал. Сегодня этот зал распахнул свои двери. Десятки детишек уже в первые дни записались на секции вольной борьбы, бокса. Я уверен, что именно такого рода проекты позволят нам созидать, воспитывать молодежь. Мы постараемся быть полезными для наших сел. Сохранение села – это важная задача в рамках строительства нашего государства. Именно село дает возможность сохранить нам нашу культуру, самобытность, язык, традиции. И мы будем создать наиболее благоприятные условия по мере возможности, максимально охватывая большое количество сел. Я приветствую всех, рад присутствовать на таком мероприятии. И, как я уже сказал, огромное спасибо главе за то, что в такие короткие сроки открыл такой прекрасный зал, в котором будут тренироваться, в котором есть все условия, чтобы вышли отсюда спортсмены высокого уровня. Сколько бы мы ни говорили молодежи, сколько бы мы им замечаний не делали, они будут похожи на нас. Поэтому я желаю, чтобы и старшие были примером, чтобы было равняться на кого, и чтобы эти дети были лучше нас много раз. И самое главное, чтобы отсюда вышли люди, которые будут прославлять наш район, нашу республику во всех сферах. В церемонии открытия приняли участие глава государства, вице-премьер Тараш Хагба, глава района Валерий Абицба, чемпион мира по вольной борьбе Раш Хутаба, чемпион мира и Европы по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш, депутаты, жители села. По словам тренеров, количество желающих впервые попробовать себя в спорте или продолжить тренировки высокое. Около 70 детей из Лыхны, Дурипша и Звандрипша уже записались в секцию по вольной борьбе, еще 20 по боксу. 24-й международный теннисный турнир «Большая абхазская шляпа-2025», посвященный памяти второго президента Абхазии Сергея Багапша, стартовал в Гагре.
Традиционно турнир приурочен ко Дню Победы и независимости. На церемонии торжественного открытия присутствовал президент Бадра Гунба. Это масштабное мероприятие давно вышло за пределы просто спортивного события. Оно стало еще одним наглядным примером абхазско-российской дружбы. Его основатель и идейный вдохновитель Константин Затулин стал для нашего народа настоящим другом. В самые сложные времена, когда Абхазия находилась в непростой ситуации, именно его дружеский голос звучал громко, искренне и по-настоящему, сказал Гунба, приветствуя участников и гостей турнира. С 2011 года турнир носит имя второго президента Абхазии Сергея Багапши. Новый арт-объект, посвященный писателю Дауру Зантари, установлен на набережной Махаджира в Сухуми, сообщает Апсный пресс. Композиция скульптора Архипа Лабаху изображает персонажей романа Зантари «Золотое колесо», собачку Мазакуаль и павлина Вишнупаду. Автор композиции стремился отразить философию Даура Зантари, воплотившуюся в его литературном методе, который скульптор сравнивает с философией абсурда Альбера Камю. Писатель понимал всю грандиозность загадки бытия, даже без попыток ее разгадать, и описывал это с помощью магического реализма. Наша скульптура стремится воплотить это видение, отметил Лабаху. Памятник установлен напротив ресторана «Нарта» по инициативе депутата парламента Резу Зантария, который и профинансировал проект. Официальное открытие арт-объекта состоится 1 октября в 16:00. Более 50 бездомных собак стерилизовали в Пицунде 28 сентября. Акцию организовали благотворительный фонд по защите животных «Багира» и РУП объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Подобные акции необходимо проводить и в других курортных городах, чтобы снизить численность бездомных собак на улицах, отметила директор фонда «Багира» Саида Оторба. Менеджер курорта Азамат Богатели отметил, что дирекция уже второй раз проводит подобную акцию и планирует продолжить сотрудничать с фондом «Багира». Мы проспонсировали уже вторую акцию по стерилизации животных и надеемся, что это станет доброй традицией и примером для остальных государственных и частных объектов, сказал Богатели. А в завершении выпуска прогноз погоды. 30 сентября в Абхазии облачная с прояснениями погоды, возможна гроза. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабо умеренный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16, днем 14-19. Температура морской воды плюс 22, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.